Повышение цен в магазинах – правда или вымысел? Новые санкции против России пугают и граждан, и отечественных товаропроизводителей, а неизвестность мысленно возвращает их в 90-е. Стоит ли бежать скупать еду и предметы первой необходимости? В этом вопросе разбиралась Анна Центовская. Вроде бы все как обычно. Ажиотажа в магазинах нет, прилавки полные. Только вот килограмм лимонов теперь стоит 110 рублей вместо привычных 80. Цены выросли на большинство овощей и фруктов. Дороже стало, да. А что вы дороже стало конкретно? В частности, яблоки дороже стали. Социальные появились товары. И корм для животных также дороже. Будут расти. Конечно, переживаем. Обязательно будут расти. В сторону уменьшения не будет уже. И немного, но повысились. Это нормально, мне кажется, сейчас сложившаяся ситуация. Ничего страшного в этом нету. Уровень продуктов? Нет, покупаю отечественные продукты. В основном. Ну и, соответственно, чувашские продукты. Повысились, конечно. Вообще на все. На макароны, на масло, на творог. Но молочные продукты, по-моему, все поднялись. Так что не знаю, вообще как будет... Мы-то ладно, еще молодые сможем заработать, как будут старики выживать. Вот это вопрос. Кто-то отмечает изменения цен на продукты, кто-то нет. Однако невозможно не заметить рост цен на технику. Духовые шкафы, электрические плиты, СВЧ-печи. В отделах встраиваемой бытовой техники ситуация напряженная. Цены-то, естественно, повысились. Мы все в ожидании того, что все-таки насколько они повысились. С прошлой недели, с пятницы, еще как-то было терпимо по поводу оптовых цен. Мы сегодня вот в ожидании того, насколько они повысятся. Но цены оптовики, крупные оптовики говорят, что повысятся цены от 12 до 25%. Сдерживать не получится. Почему? Потому что аренда не падает, налоги не падают. Соответственно, мы как-то прям пропорционально придется как-то поднимать цены для того, чтобы остаться на плаву. Техника поставляется из Китая и Турции. Ситуацию предвидеть тяжело, отмечают в магазине. Пока в этом отделе обошлись отменой скидок, но что будет дальше, неизвестно. Санкции, которые сейчас принимаются в отношении России, они повлияют на цены на импортные товары. Но хочется отметить, что в общем объеме товарооборота такие виды товаров, они составляют примерно в пределах 5%. Поэтому не думаем, что это прям очень сильно повлияет на общий рост цен всех видов товаров. На сегодняшний день мы думаем о мерах поддержки, которые необходимо, конечно, оказывать нашим товаропроизводителям, которые производят товары с импортными компонентами. Переживать не стоит, отмечают в Министерстве экономического развития. За изменением цен специалисты ведомства следят ежедневно во всех районах Чувашии. Те, кто считает, что цены завышены, могут позвонить по номеру 56 52 42. Специалисты проверят торговый объект. Анна Центовская, Бахтияр Велиев, Республика.